Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии дорогие гости, которых я с удовольствием представлю. Сегодня в нашей студии Мария Чемпина. Мария, здравствуйте! Здравствуйте. Вы куратор приюта для женщин с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И в нашей студии отец Корнилий. Отец Корнилий, здравствуйте. Здравствуйте. Корнилий Рахманин, священник, руководитель отдела социального служения и благотворительности Якутской епархии, помощник начальника учреждения по работе с верующими Федерального казенного учреждения СИЗО-1. Все правильно назвала? Да. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Не так давно мы уже были с вами в эфире, но из-за того, что у нас было время ограничено, мы выходили только в одном блоке, мы не успели сказать об очень важных вещах. И по просьбе наших слушателей, у которых были вопросы к вам, я пригласила вас снова, и надеюсь, сегодня мы успеем обо всем рассказать, потому что времени у нас ровно в 2 раза больше. А для тех слушателей и зрителей, кто захочет присоединиться к нашему разговору, я напомню телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Ну и, конечно, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Дни сейчас такие самые, наверное, короткие, потому что суматошные, хлопотные. Расскажите, пожалуйста, как эти дни проводит приют для женщин с детьми, которые попали в трудные жизненные ситуации, и епархия наша якутская. Ну, Мария, наверное, традиционно начнем с вас. Да. Наш проект «Временный приют». Поближе чуть-чуть микрофончик, или можете к себе поближе подвинуть. Да. Или... Временный приют для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, работает в штатном режиме, без выходных. В новогодние праздники тоже будем работать. И хотела рассказать, кто может к нам обратиться, какую помощь мы оказываем. К нам могут обратиться женщины с несовершеннолетними детьми в кризисе, кто пострадал от домашнего насилия, кого выгнали из дома, кто испытывает тяжелые жизненные трудности. Мы принимаем только с детьми, мы работаем, чтобы дети не попадали в детские дома, учреждения. И мы оказываем комплексную помощь, юридические консультации, психологические занятия. Наши администраторы с детьми и мамами совместно проводят занятия с ними, занимаются. И социально-правовые помощь, консультации при восстановлении документов, оформлении различных. Вы помогаете людям даже получить жилье. Приходят те, кто остается вообще просто на улице, и вы каким-то чудесным образом помогаете людям. Не то, что это какое-то чудо, да, потому что вот были вы не так давно в этом году, если подводить итоги, с вашей подопечной, которая рассказала, что осталась без дома, ее дом сгорел, у нее было 3 маленьких детей, она пришла к вам, и за то время, пока она находилась в приюте, вы ей, во-первых, предоставили то пространство, где она может чувствовать себя и в безопасности, и в тепле, и помогли ей приобрести жилье. Она была счастлива, конечно же. Да, было, но не приобрести и не просто так получить. У каждой женщины своя ситуация индивидуальная. У всех ситуации разные, проблемы разные, и пути решения тоже по-разному, решаются. И вот Лариса, да. Лариса, и в 45 лет мы ее поставили на очередь из числа детей-сирот. И в свое время она не смогла воспользоваться правом от государства получения жилья, и мы ей помогли, доказали все через суд с адвокатом, и она уже будет встречать Новый год у себя в квартире. Люди как будто бы обретают семью, приходя в ваш приют, потому что вы так относитесь к ним с душой, пропускаете каждую историю того, кто к вам пришел, через самое сердце. И я думаю, очень важно о том, что мы сегодня напомним про то, что такой приют в нашем городе есть. Находитесь вы в центре города, написать вам можно или позвонить можно, вы всегда ответите. Да, по телефону 8 924 898 39 17. К сожалению или к счастью,
да, на сегодняшний день у нас одна мама многодетная, 3 детей, 3 мальчика, и Новый год им, ну, они вынуждены будут встречать у нас в приюте. К сожалению, в ваш приют попадают женщины, которые сталкиваются с домашним насилием, когда в семье второй родитель, да, второй взрослый человек, муж, употребляет алкоголь и ведет себя неадекватно. Да. Праздники у нас вот прямо сейчас продолжительные, поэтому наверняка и, к сожалению, ваш приют пополнится. Возможно такие случаи, потому что в прошлом году, прям вот 30 числа, было заселение по причине домашнего насилия. И в этом году, ну... Поэтому даже сейчас, если одна семья, то все равно помощь актуальна, да, для вашего приюта? Да, помощь актуальна. Мама испытывает финансовые трудности, и буквально на днях мы нашли жертвователя для вот самого младшего ребенка, 5 лет, подарили ему лего, конструктор, который он хотел и загадал на Новый год Деду Морозу. Но сладкие подарки мы рады будем получить, и продуктовую помощь на то, чтобы вот для того, чтобы встретить Новый год стандартно, да, набор продуктовый тоже можно. Как раз сегодня в студии отец Корнилий — это один из тех людей, кто все время и регулярно, да, помогает вашему приюту. Да, он регулярно помогает, и вот недавно на днях отец Корнилий нам принес пакет мясной продукции, мяса, говядины, чему мы очень рады, и семья может себе позволить вот такую роскошь. Спасибо большое, что находите время заботиться о других, хотя у вас очень много событий и мероприятий проходит именно в эти дни, и не все события приятные и радостные. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы живете. Кстати, вот хотел, да, в продолжение ваших слов. Смотрите, да, какой контраст. Для большинства людей сегодня заботы о новогоднем столе там как бы поизысканнее, пошикарнее, а здесь получается такой, обычно как бы мясо, да, люди передали, пожертвовали, и это будет для них каким-то изыском, что ли. Новогодним Мы чудом. на это даже не обращаем внимания-то иной раз, что у нас там на столе лежит там. А для людей вот это будет каким-то особым, да. Да. Это я к тому, что если мы говорим, что Новый год и Рождество Христово время чудес, то, может быть, мы, как сказать, кого-то коснется это, чужая беда, чтобы можно было уделить свое внимание этим людям, помочь. Вот. А насчет жизни городского благочиния Якутской епархии, вот и нашей епархии, ну да, жизнь она поэтому такая интересная, что в ней бывают разные обстоятельства. Но если говорить о последних событиях, это, конечно же, мы говорим о, ну, такой вот, как бы это так назвать, есть такое выражение «почил отдел». Вот, праведник, говорим, почил отдел праведник. Это я говорю о нашей монахине Данииле Кудряшовой, Анна Васильевна, ее все знают. Она после такой продолжительной и тяжелой болезни вот, представилась ко Господу на днях. Вот, и завтра будет ее погребение. Кстати говоря, ее много людей в городе знало. Очень много сказано и написано уже нашим владыкой, вот, архиепископом якутским Уленским Романом, да и вообще всеми, кто ее знал. Также вот мне удалось увидеть письмо, которое прислал митрополит Герман, архиепископ Курский. Он был здесь епископом якутским, когда якутская епархия только возрождалась. Его тоже очень многие люди знают в городе и помнят. Вот владыка Герман, его так все как бы. Вот он прислал тоже такое письмо, потому что Анна Васильевна, она была вот тем его помощником и спутником, вот, водителем, в конце концов, личным. Вот. Ну, конечно, это человек жизни очень подвижнической. Мы привыкли, что мы читаем что-то в таких книгах духовных, как вот люди там делились там своим, так сказать, с ближним о делах милосердия, и говорим, вот это да, вот это надо же, вот святые такие были, как вот они жили. Вот они среди нас, по сути говоря, ходят. Такие люди, которые трудятся вот так.
Может быть, в каком-то смысле эта болезнь, она и следствие вот этого, не жалеешь себя ради другого человека. Поэтому мы молимся вот о упокоении души. Завтра будет богослужение проходить в Никольском храме, вот, в храме святителя Николая возле автовокзала. И там будет и прощание, после этого будет панихида заупокойное, отпевание, мы называем это. И по благословению нашего владыки погребение Анны Васильевны, матушки Даниилы, будет на территории Никольского храма. Вот, прямо на территории храма, чтобы каждый... Это вообще как в каком-то смысле большая честь, и вот, в каком-то, как вот правильно сказать. А такое. там еще кто-то захоронен? Вообще это кладбищенский храм из древних, с давних времен, вообще с основания города и прочее. Вот. Какие-то захоронения уже невозможно понять, где они и кто погребен, а какие-то остались. Вот. Выбрано было место, вот, там она будет похоронена, и в каком-то смысле мы можем всегда приходить и помолиться там о ней. Вот. Да и так человек, даже который не знал, будет мимо идти, перекрестит свой лоб. Вот. Она этого сама хотела или это вы так решили? Это, насколько я знаю, точно вам не скажу, но это по благословению нашего владыки Романа. Так. Вот. А о других событиях Якутской епархии это... О чем мы с вами? У вас сейчас проходит акция, где вы просите людей пожертвовать для малоимущих. Да, каждый год, кстати говоря, вот Анна Васильевна очень много об этом трудилась всегда. Каждый год у нас проходит в городе такая акция, называется «Тепло рождественской звезды». Люди могут в храмы города передать теплые вещи, детские вещи. Это иногда и вещи, которые связаны своими руками, там сделаны, так сказать, носки. Но это должны быть новые вещи, да? В идеале, конечно, мы на это как бы рассчитываем, но иногда вещь, которая 1-2 раза там была использована, а потом, по каким-то обстоятельствам, вот это буквально было вчера, с огромной сумкой пришла вот одна женщина, хотела оставить, говорит, новые вещи. Возьмите. Я, говорит, в одно место пришла, мне сказали, мы не берем, в другое тоже. Можно это. Мы при ней, она мне даже пыталась это как-то доказать. Я говорю, я верю вам на слово. Но она открыла сумку, новые вещи. Иногда с бирками, иногда нет. Дело в том, наверное, здесь, что бы ты сам надел, если бы тебе вдруг понадобилось что-то. Ты бы надел вот грязную какую-нибудь или драную вещь? Я думаю, нет. И человек... Он просто в трудной ситуации сейчас. Это же не значит, что то, что тебе жалко выкинуть, ты отдашь ему. Поэтому здесь надо какой-то вот подход. Иногда так бывает. Жалко выкинуть, да, вещь там хорошая. Пойду в храм отдам. А и ты на нее смотришь, как бы, куда ее использовать. И вот мы каждый год это все собираем в специальной корзине, а потом поздравляем подопечных наших социальных учреждений, начиная вот с приюта, например, там мать и дитя, вот, там бывают же детские вещи, да, детские дома для престарелых и инвалидов, иногда там вот у нас какие-то, например, теплые носочки там или варежки, там же тоже люди там на прогулку выходят, раз. В хосписы вы ездите, людей поддерживаете там, и вы еще работаете с верующими людьми, которые находятся в местах лишения свободы. И в прошлый раз мы как раз не успели рассказать о том, что у вас есть опыт общения с подростками, которые там находятся. И мы думали, да, и как-то сомневались, стоит ли это вот в такой предновогодний эфир. Наверное, все-таки стоит, потому что, возможно, для кого-то это будет такая информация, которая заставит человека задуматься о том, чтобы не попасть туда. Я думаю, здесь вот девиз надо вспомнить такой: предупрежден, значит вооружен. И какая разница, в какое время мы об этом скажем? Наверное, чем раньше, тем лучше. В целом, да, это большая, как по мне, человеческая проблема. В каком-то смысле такое было всегда. Вот, преступления совершались издревле, и изоляция человека, который его совершил, тоже существует очень давно. Должность как помощника начальника по работе с верующими, она введена вообще в Российской Федерации относительно недавно. Вот, во всех городах введена эта должность, от каждой епархии
выделен священник, назначен по благословению, и вот он занимается окормлением. Я, честно говоря, не вдавался в статистику или что-то еще, но мы вот с начальником психологической службы УФСИН республики как-то встретились в управлении, и она сказала: вы знаете, я хочу вам кое-что сказать. Я приготовился к чему-то худшему, потому что обычно, когда так обращаются, значит, что-то произошло, там какой-то неприятный случай. Она говорит: вы знаете, за аналогичный период прошлого года у нас снизилось до нуля совершение суицидов, и в 3 раза, если я не ошибаюсь, снизились попытки членовредительства. А вот в такие дни предпраздничные, особенно вот Новый год, это напряжение у человека растет, вы можете себе представить в каком-то смысле, что, Хочется быть дома, да, ты находишься, конечно. да, родственники и все остальное. Это, конечно, не как-то перекрывает то, что, может быть, за что человек задержан или в рамках следствия, что там ведется. Вот. Но издревле, опять-таки, мы сказали, было преступление, издревле было и наказание, но издревле и было милосердие и милость иногда вот к людям. Если мы говорим про несовершеннолетних, то, конечно же, это юность, вот, это в каком-то, может быть, случае беспечность, а в каком-то случае вот взаимоотношения между родителями и детьми. Потому что мне приходилось, допустим, слышать: мой ребенок не мог этого сделать. А 100% его вина доказана, к примеру. И мама, получается, даже не знала, что делает ее чадо. Почему? Наверное, потому что не было контакта. Сегодня это выглядит, мое личное мнение такое, знаете как, ребенок приходит со школы, и родитель думает: я же должен участвовать в его жизни, и спрашивает: как дела в школе? А ребенок говорит: мама или папа со мной взаимодействуют. Нужно же им ответить: хорошо. И на этом все закончено. Мама или папа говорят: я же спросил, я же поучаствовал. А ребенок думает: слава богу, они от меня там отстали. Это же получается ненормально, если такие взаимоотношения. Наоборот, должно же быть доверительное какое-то друг к другу. Есть, где-то я читал однажды в одной книге, было сказано: ребенка нужно нам воспитать так, чтобы когда у него что-то случится, он не сказал: сейчас узнают мои родители, и, наверное, мне будет очень плохо. А чтобы наоборот, он сказал: у меня случилась неприятность, мне нужно пойти к моим родителям и посоветоваться с ними, пообщаться, попросить у них помощи. Реакция нормальная какая. Мы можем там где-то наругать, да, но надо все-таки живо в этом участвовать. Почему это важно? Вот потому что я вижу этих детей там, в этой, так сказать, камере для несовершеннолетних. Вот. Они, конечно, выглядят всегда по-разному. Кто-то из них смеется и улыбается, как бы относясь к этому как какой-то, я не знаю даже как, может быть... Может, защита такая? Не знаю, да, ничего, да, все. Я же все равно спрашиваешь. Конечно, с ними и психологи работают, и воспитатели, это все там работа серьезная. Но я как священник там иногда, есть там и верующие ребята, кто-то крестик попросит, кто-то крестится вот и заявляет желание. Как раз до Нового года такое вот было, что можно ли как-то это... Вот. Все-таки, когда ты здесь на свободе, это одно, когда ты в камере 24/7. Вот. Это другое. Если мы говорим про причины, по которым там оказываются подростки и несовершеннолетние, они, конечно, разные. Истории бывают разные. И, может быть, если сейчас мы что-то примерно расскажем, это может кого-то предостеречь. Родители обратят внимание на своих детей, дети подумают, потому что кажется, что это меня не коснется. Вот, например, был такой парень, который любил угонять автомобили. Вроде бы какая-то, прости господи, банальщина, но он один раз вскрыл чужой автомобиль, завел его, покатался, его поймали. И пожалели, как я понимаю. Ему вызвали родителей, выписали какой-то штраф, может быть, что-то еще. Человек, у которого угнали автомобиль, он не стал особо, тоже, видимо, пожалел его, и как-то дело утихло. Прошло некоторое время, он опять это сделал. Его снова поймали. И снова его пожурили, поругали, и как-то так. И он, видимо, это я так думаю, что, это же игра такая. Я угоню, я покатаюсь, мне будет хорошо. Потом, когда меня поймают, если меня поймают, то меня отпустят.
Ну, случилось так, что вот он оказался, их не один, их несколько, подельники они были. Извините, я вас сейчас прерву. У нас буквально 4 короткие минуты, и мы вернемся в эту студию, в прямой эфир. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь с нами. Мы продолжим говорить на тему, которую начали. Дорогие друзья, мы продолжаем. Мы в прямом эфире. Сегодня в нашей студии Мария Чемпина, куратор приюта для женщин с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И в нашей студии Корнилий Рахманин, священник, руководитель отдела социального служения и благотворительности Якутской епархии, помощник начальника учреждения по работе с верующими Федерального казенного учреждения СИЗО-1. Мы прервались в первом блоке на историях, которые вы рассказали из своего опыта, когда общались с подростками, которые находятся сейчас в местах лишения свободы. И мы обязательно вернемся и продолжим, потому что я думаю, что истории эти важно рассказать, важно, чтобы их услышали много людей. Кого-то они точно, надеюсь, предостерегут, и кто-то не оступится. Мария, но хочу я начать по тому же алгоритму, по которому мы шли в первом блоке, дать слово вам, чтобы вы еще раз напомнили нашим слушателям и зрителям о том, что есть в нашем городе такой приют, в который могут обратиться женщины, которые попали в трудную жизненную ситуацию с детьми, где им предоставят безопасное пространство, помогут, накормят, согреют и помогут даже и социализироваться, и решить какие-то вопросы юридического характера. Ну и, конечно, возможно, вы хотите подвести какой-то итог вот этого года, да, и, может быть, поздравить ваших коллег и тех, кто вашему приюту помогал весь год. Ну, почти все, что я хотела сказать, вы уже озвучили, что к нам могут обратиться мамы с детьми в трудной ситуации по телефону 8 924 898 39 17. По этому телефону могут ответить администраторы или же я сама, куратор приюта. И хочу поздравить с Новым годом всех, кто нас слушает, своих коллег, друзей, знакомых и наших благотворителей, жертвователей. Регулярные пожертвования, поддержку оказывает нам отец Корнилий и Якутский гормозавод. Еженедельно нам предоставляют молочную продукцию на неделю. Да. Какие молодцы. Угу. И Александр Владимирович Капустин тоже нам периодически регулярно помогает овощами, почти ежемесячно предоставляет по мешку картошки, немного моркови, лука, да. Управу Центрального округа они тоже регулярно нам помогают продуктовой помощью. Туяра Валерьевна тоже помогает полномочным по правам ребенка. Постоянно, регулярно нам помогает. Можно оказать поддержку нашему приюту продуктовую, хозяйственно-бытовую, да, и можно навести на наш QR-код и сделать пожертвование добровольное на помощь для нашего приюта. Да, вот как раз спасибо режиссеру, как раз сейчас для тех, кто захочет вам помочь, есть информация на экранах, есть QR-код, и люди, которым отзывается эта тема, да, благотворительности, они смогут присоединиться вот к тем благотворителям, которых вы назвали. И, конечно, помощь важна, когда она регулярна, да, когда это вот не что-то разовое, да, все-таки человек, он какую-то ответственность берет и продолжает ее. Это, конечно, на это не все способны. Не все способны, далеко. Да, разовые, много разовых поддержек, конечно, да, регулярные, тоже хорошо. Да, потому что это, на это рассчитываешь, да, это как-то тебя все-таки ты более устойчив. Мы не всегда рассчитываем на регулярную помощь, да. Кто хочет сделать поддержку, да, оказать помощь какому-то продукту, немножко пакетик, да, маленький, принести продукты можно. 100 рублей перевести, да, по этим реквизитам. Конечно, мы всему рады. Каждая помощь мы всегда... Это, конечно, спасибо, если кто-то и разово поможет, но когда человек делает это регулярно, все-таки это, мне кажется, как-то, как будто бы ты не один, да, ты знаешь, что у тебя есть вот на кого опереться в сложной. Конечно. Ты уже все равно рассчитываешь на это. Да, наш проект держится только на грантовых средствах и на пожертвованиях только.
И мамы у нас в гранты мы не закладываем продукты питания. Из пожертвованных мы вот еженедельно выдаем на неделю. Конечно, хочется пожелать, что в вашем приюте было немного постояльцев, но, наверное, так не получится, и они все равно, люди будут к вам приходить, и пусть будет много тех людей, которые смогут им помочь Мы через практически ваши не руки. пустуем, да. Да. Можно помогать вот и продуктами, и какой-то финансовой, да, помощью, можно Да. помогать словом. Как раз отец Корнилий, то, что вы делаете, помогая тем людям, которые оступились и находятся в местах лишения свободы. И вот вы начали говорить о подростках, о тех, кто вот прям, ну, совсем заблудился. И я попрошу вас продолжить вот рассказать ту историю, на которой мы из-за того, что по времени прервались. Ну, история про вот этого парня, который любил кататься на чужих автомобилях И вот, угонял и угонять периодически. их. Да, их было несколько ребят, они как-то все это понятно, веселились и катались. Но потом их задержали, и они были не с другого города. Этапировали их сюда, они были как бы в камеру их, значит, поместили. Вот. И веселье-то, получается, все закончилось. И да, как бы казалось, наверное, что им это какая-то игра, что этого не будет. Вот один парень говорил. Вот, я думал, что так далеко не зайдет. И вот я помню его, так сказать, глаза, когда в день суда в специальном таком клетке, такой бокс, это промежуточно называется, он находится. Я подошел, ну ты как, что у тебя сейчас? Он говорит, сейчас у меня суд будет о мере пресечения. Что меня сейчас осудят, или меня условно срок, и я поеду домой, или что, слезы на глазах у него, я к маме, ну, я Ему хочу... сколько лет, наверное? Ему было 16 лет. 16 лет. Я хочу домой, у меня мама, у меня там еще, ну, я хочу домой, я не хочу всего этого, я не думал, что так. Вот. И он, ну, понятно, я говорю, ну, я за тебя помолюсь за тебя, не переживай. Поболтали как-то, поддержать все равно человека надо, я же не пальцем его журить пришел, качать, я наоборот, поддержать его. Ну и молитвенная комната у нас есть в следственном изоляторе, часовня в честь Воскресения Христова. Я зашел, как-то так, жалко мне его стало просто. Я как в каком-то смысле вот смотрю на него, да, ну мне же тоже когда-то было 16 лет, я же тоже жил, я же тоже ходил, вот, мне тоже хотелось на машине кататься, кстати говоря, вот, но там, не знаю, вскрыть машину, сесть в нее, поехать, не знаю, ну как это вот, что ты думаешь, что ничего с тобой не произойдет, никто тебя не поймает, никто тебя не задержит. У нас каждую неделю задерживают по выходным там по 40-50 водителей в нетрезвом состоянии. Это значит, что у нас сотрудники госавтоинспекции хорошо, я считаю, свою работу выполняют в этом плане. Вот. А здесь ты машину угнал. Да это 5 минут найти-то тебя. Камеры везде есть, все есть. Люди увидели, кто-то позвонил, сообщил. И вот помолился за него, потом спрашиваю, ну что, да суд перенесли на неделю. Правда, я вот не знаю дальнейшую его судьбу, что, но одному из них присудили, по-моему, 3 или 4 года. Представляете, тебе 16 лет, 17, 18, 19, в 20 лет ты выходишь. Другим человеком. Образование у тебя, там они учатся, кстати, школу, они все равно школьную программу они проходят, но образования у тебя нет, в армию, не знаю, там, пойдешь ты, не пойдешь, у тебя за плечами срок, что тебе делать дальше? Куда? Ты в самом начале скомкал лист бумаги, в начале того, как ты начал свою жизнь. Это же очень плохо. Это уже клеймо на человеке. Ну да, но клеймо, опять-таки, ну, можно с этим в каком-то смысле поспорить. Я вот как раз-таки сторонник какой позиции? Вот он оступился, да, все это произошло, но он что, больше как бы, ну, на всю жизнь, что ли, заклеймен этим? Ну вот он из ветра головы своей вот это совершил. Он отбыл наказание, он понес наказание заслуженное, все. Но мы что, не дадим ему, что ли, шанс, да и не мы его выдаем. Пусть дальше, надо постараться. Вот поэтому существует система пробации, которая человеку помогает перед освобождением социализироваться. Если человек не 4 года там пробыл, а 14, например, чтобы он дальше... А потому что он выходит, он понимает, так, общественное мнение на меня давит, что я плохой человек. Так да? ведь и есть, так, и на работу трудно меня никто не устроиться. возьмет, да, меня никому не нужен, там что и как, и дорога куда опять? Назад, что ли? А там у него все нормально, уже все привычно, он все знает, он уже привык. Но обычно туда и возвращаются после долгих отсидок, потому что там все знаешь, все знакомо, насколько, все понятно. Насколько это обычно, не знаю, но я знаю случаи, что положительные какие-то люди, наоборот, они говорят, вот я жалею о том, что я сделал, я жалею, что так вышло. Вот.
Но обычно, может, я Ну. слово неправильно, нередко, наверное. Нередко. Ну да, наверное. Я с одним человеком разговаривал, он говорит, я думаю, что после того, как я уже не смогу влиться в общество, я же нахожусь здесь больше 15 лет. Ну, конечно. Как я смогу, допустим, что-то дальше делать? Я наоборот ему свою линию гну. Мгм. Нет, Бог тебя не оставит, и мы тебя не оставим. Ты обратись за помощью, если надо, мы тебе поможем. Что? Есть у нас и центры, где он может жить, если ему негде жить, или еще что-то. Вот. Много, конечно, на специальную военную операцию ушло людей. Один из них, вот я же говорю, со мной связывался и передавал мне спасибо, потому что состояние его было очень... В упадке он был психологическом, когда мы с ним встретились, и он не хотел жить. Вот. А теперь он мне пишет: спасибо, что вы мне тогда подсказали что-то. Я вот сейчас, говорит, здесь служу, мы двигаемся вперед, у нас тут то-то и то-то, у меня планы на жизнь, я хочу жениться, у меня невеста. Ну, понимаете, совсем другое. И таких историй, конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Как молитва, значит, помогает, оказывается. Ну, вера, наверное, человеку. Вера. А вот еще расскажите, пожалуйста, случай, когда за комментарий был осужден в социальных сетях. Да, вот это особая тема. Хотелось бы вот наших радиослушателей к этому как бы внимание привлечь, потому что мы живем в таком веке, его называют еще как информационный. И вот кажется, что у меня есть ник в интернете, да. Меня никто, личность моя анонимна в каком-то смысле. Фотографии у меня нет, ник состоит из каких-то символов там, и букв. И, значит, никто меня не знает. Значит, я могу писать или выражать свое мнение, или делать, что хочу. Но у нас существует же закон в стране все-таки. И вот один из случаев, это когда парень написал комментарий под видео в телеграм-канале. Видео, на котором были кадры теракта в Крокус-Сити-Холле. Он написал комментарий там какой-то, содержание его было, типа, что он выражает поддержку этим террористам. Вот. Написал, и все. Вот. И прошло 2 года, и его задержали, его нашли. И сегодня, получается, следствие идет, статья, это называется статья 205.1, содействие... 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Наказывается лишением свободы до 5 лет. То есть через 2 года этот комментарий увидели или кто-то на него пожаловался из этого комментария? Просто увидели, скорее всего, правоохранительные органы и нашли этого человека. Понимаете еще в чем дело? Интернет — это, получается, площадка, которая всегда транслирует. Есть такие случаи, когда человек, например, выложил какой-то пост с какими-то призывами, да, а потом вообще потерял пароль к своей учетной записи, не пользуется ей, вообще, может быть, уехал в другой город или что-то еще. Но эта информация, она висит, и, получается, она публично призывает к осуществлению или оправдывает какие-то действия террористические. Значит, он уже не пользуется несколько лет этой записью, а на его странице с его данными эта фотография или картинка или призыв находится. Это значит, что человек продолжает. И дальше, конечно, будет суд разбираться. Мы только говорим о том, что прежде чем что-то написать или что-то сказать, нужно очень хорошо подумать, что ты пишешь. Есть другой случай, тоже связанный с вот этим вот террористическим актом. Парень вообще обычный человек, работает, у него планы на жизнь были, как он говорит, у меня перспектива, он работал здесь в городе в очень хорошем учреждении, все у него было отлично. Пришли, его и арестовали. И он говорит: за что? Вы, наверное, ошиблись, какая-то ошибка. Говорит: вы, представляете, такая террористическая статья, это что-то вообще страшное. Он говорит: я не мог, это не я, вы, наверное, меня с кем-то спутали. И когда ему показали, он сказал: вы знаете, я даже забыл, что я это когда-то писал. У нас так часто, что-нибудь скажешь, и все. А здесь что-то написал, и все. Вот что-то написал, и через 2 года ты находишься в следственном изоляторе. И что с тобой дальше будет, неизвестно. Получишь ты срок или что-то еще, или освободишься, может быть, какое-то наказание будет. Все-таки это нарушение закона получается. Умные люди, кто заводит аккаунты, в социальных сетях и просто без фотографий, без всего, просто для того, чтобы посмотреть, кто о чем пишет, как-то вот так вот, просто чтобы заходить на другие страницы. Я думаю, или там какие-то умные новости. люди — это те, которые ведут себя просто хорошо, нормально. Зачем писать какую-то глупость или гадость или что-то еще? Вот.
напиши что-то хорошее, напиши что-то доброе. Прежде чем что-то плохое сказать, напиши доброе. Вот. Как быть с гневом, если у человека гнев, и он, допустим, социальные сети использует для того, чтобы этот гнев слить, этот негатив слить? Можно ли прийти в церковь и попросить этот гнев как-то уменьшить или усмирить? Да, как? мы говорим покаяться, да, в том, что сказал. Ну, был такой человек, он говорит: вы знаете, я очень много оскорбляю людей в интернете. Вот. И я тогда, их называют у нас как, вот есть такое слово, да, да, тролль, интернет-тролль. И я так ему, по-доброму говорю: вот, значит, как ты выглядишь, да, он так как-то посмеялся тоже, вот, он сожалел о том, что как бы сделал, хотя это очень, странно. Конечно, гнев — это то, что разрушает нас изнутри. Вот. Гнев бывает же, мы привыкли понимать это слово, когда мы на кого-то ругаемся, кричим, что-то ломаем или что-то еще. Вот. Есть подавленный гнев. Внутренний. Да. Вот, кстати говоря, святоотеческое учение о борьбе с гневом говорит о том, что его в себе нужно внутри подавлять. Это такая греховная страсть, которую нужно подавлять внутри, не давать ей выхода. И если это подавлять с помощью Божией, то благодать Господня, она постепенно человека исцелит от этого, избавит. В этом смысле вот расхождение кардинальное с психологами современными, которые говорят наоборот: дай выйти. Святоотеческое учение говорит, что от этого человеку будет только хуже, потому что страсть, которую он дает выход, она будет в человеке только укрепляться, пускать корни. И это будет не борьба с гневом, а наоборот удобрение этого греха. Вот как по-разному. Об этом каждый пусть подумает и сделает вывод. Извините, что я вас перебиваю. У нас остается 2 минуты до конца эфира. Я знаю, что у вас есть еще поздравления с Новым годом, да. И есть стихотворение. Я просто боюсь, что... я об этом сказал. Хотелось там еще, конечно, о чем-то рассказать. Я думаю, мы в следующий раз будем по одной истории примерно из жизни, и будем делать из этого вывода. А всем жителям республики я хотел бы пожелать в новом году не вспоминать все плохое. 100% из всего нехорошего, что с нами случилось, оно уже позади. Мы уже это все пережили и живем сейчас. Поэтому нужно думать, стараться положительно, позитивно. Вот. И в Новый год мы все привыкли друг другу желать счастья, как бы. И вот один из наших поэтов говорит: в чем счастье в жизненном пути? Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. Вот этого единственного и непереходящего, так сказать, счастья я хотел бы всем пожелать, чтобы каждый человек нашел Бога, и чтобы все было у всех хорошо. Спасибо вам большое за такой теплый эфир, такой очень какой-то он душевный. И мы говорили о таких, наверное, сложных, непростых вещах, ситуациях, но об этом важно говорить, потому что из этого тоже состоит наша жизнь. И это было и в уходящем году, и будет в новом году. И спасибо вам большое за пожелания. И я думаю, что в новом году нам нужно продолжить наши встречи и рассказывать, продолжать о том, что происходит с теми людьми, которые к вам приходят, которым вы помогаете прийти к Богу. Спасибо вам. И о силе молитвы, конечно. А слушатели и зрители, я благодарю за ваше внимание. Всех с наступающим. Еще увидимся с вами в понедельник. Всем хорошего вечера. Будьте здоровы и берегите своих близких. И себя, конечно.